отмечу, что ассимиляция одного народа к другим в мировой практике это вещь обыденная. И в истории таких примеров множество. Но в нашем случае речь не идет о ассимиляции чуждого нам народа. Речь идет о возвращении к корням и к исторической справедливости. Правильно была отсылка на недавнюю нашу историю, через что прошел и пережил Кавказский народ, когда в середине 20 века за ночь впитывалась национальность, изменяли транскрипция кавказских царей. И нужно вспомнить, что экспансия Грузии в отношении кавказского народа, она была весьма агрессивной, на основе жесткой вертикали власти с механизмами подавления. Сегодня мы говорим о совершенно иных процессах, без насилия, на основе доброй воли и исторической справедливости. Но в то же время в своем усердии мы не должны вместе с водой выплеснуть ребенка. Получение гражданства Республики Абхазия обусловлено регламентом закона, в котором сказано, что нужно прожить не менее 10 лет, необходимо сдать знание языка, основы Конституции, а также обусловлено проверкой службы государственной безопасности. Нет смысла усиливать закон в одном месте и в то же время в другом месте открывать такие шлюзы и бреши, которым непременно наши недруги воспользуются. Наша общая задача, на мой взгляд, состоит в том, чтобы выработать механизм, способствующий восстановлению исторической справедливости и в то же время закрыть все возможные злоупотребления. И этот механизм, он должен быть прозрачным, понятным, справедливым и ни в коем случае не дискриминационным. Здесь правильно было сказано, никто не против самих процессов, но они должны быть понятны, упорядочены всему нашему обществу и лица тех соискателей, которые претендуют на получение исторического. То есть автоматом такие вещи произойти не могут. Друзья, я вам скажу, что национальное сознание, оно понятно, что оно не вырабатывается мгновенно, на это уходит столетия, много времени, программ. Поэтому мы тоже в своих высказываниях должны быть логичными и понятными. И не только в своей среде, чтобы нас услышали и поняли по всей стране. Когда мы говорим о том, что узбеки получат, а отец нет, это мы теряем еще одно поколение, поскольку я не понимаю, как ребенок позиционирует себя как Кавказ, когда его в это время отец является грузином. Это, на мой взгляд, не логичный подход. Мало того, я вам скажу, что будучи вице-президентом, с Тимуром Адараем мы работали вместе, была программа «Музыкантский Абхаз», общественная организация, где это нарабатывался людей, там порядка районе сотни человек, которые желали вернуться к историческим фамилиям. Через комиссию по гражданству мы проводили отдельным заседанием, шла полная проверка СБ, и тех данных, что у нас не хватает по Грузии, они нам их предоставляют. Многие из них, кстати, не были выездные в Грузию. Со многими из них они там, в силу того, что взаимодействовали и сотрудничали с кавказской властью, находились на каких-то должностях, и где-то при той возможности, которую им дает Грузия с лимитами по всему миру, они учились в Абхазских государственных университетах. Несколько детей даже поступали по линии сотрудничества. То есть я хочу вам сказать, что мы говорим об угрозах, и я с вами не спорю, они очевидны. Но, как правило, истина всегда она посередине.
мы, если нас со стороны слушают, вот сложится впечатление, что мы категорически против. Я вижу и слышу, что это не так. Я хочу, да, чтобы зрители тоже, мы говорим о механизме, который не даст возможность злоупотребления, потому что если у нас законодательство достаточно жестко регулирует вхождение на гражданство, поскольку в маленьких странах это практически везде так. В это время оставлять открытым шлюзы, но это с абсолютной очевидностью приведет нам к любой беде, к любой проблеме. И в том, что в свое время гальский вопрос был использован в желании к выборной кампании в качестве электората, малоэтнического там и своего. И обратно, да, по прошествии времени мы увидим обратно в этом некие процессы, которые лежат между условиями. Потому что когда нам говорят, что это нужно, мы согласны. И в то же время не слышат нас о тех угрозах, которые существуют, не слышат их. Это говорит о том, что интересы лежат в другой плоскости. И вот в этой части, да, вот в этой части, чтобы все, что мы говорим, баланс был очевиден. Понимаешь? Потому что когда я говорю, из песни сложно выкинуть, все, что ты говоришь, все бьется, и все как бы показывая одну сторону, нужно показывать и другую, что есть и другие случаи, другие примеры. Да, их немного, но мы их не можем окрасывать и не можем отсеивать. И ты был участником тоже этих процессов. Я тоже присутствовал. Да, я присутствовал на этих процессах.